Здравствуйте, на телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Чубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Из новоселов бездомных десятки семей в республике могут лишиться жилья. Продавец требует денег, а деньги откуда я возьму? Это государственная была программа. Сертификаты за первенца выдали, а вот деньги на счет так и не поступили. Продавцы просят с вещами на выход. И в такой ситуации семьи по всей республике. Ожидание, которое подобно смерти. Юный борец Ефим Москвин сейчас борется за жизнь. Поехали на соревнования, и все, не вернулся. 13-летний мальчик упал и потерял сознание во время соревнований. Возбуждено уголовное дело. Ефим, вставай! В тесноте и обиде уфимцы против точечной застройки. Они уже в документах захватили детскую площадку и, несмотря на запрет, продолжают это строительство. Ужесточение контроля и уголовные наказания. Как собираются бороться с недобросовестными застройщиками? Тяжесть наказания зависит от тяжести совершенного преступления. Медицинский курай расцвел. 3 месяца работы позади. Как спасают людей в современной инфекционной больнице в Стерлитамаке. Ложимся свободно. У него расправляются легкие. То есть у него вот здесь вот лопатки раскрываются, и таким образом альвеолы лучше расправляются. Тренировочные операции, современное оборудование, детское отделение и даже ковидный роддом. Мы же прекрасно понимаем, что у нас женщины рожают не только доношенных и здоровых детей, но могут и рожать, соответственно, недоношенных, тяжело страдающих, допустим, гипоксией. В Уфе в пожаре погибли 3 человек. Среди них 11-летний мальчик и женщина 1974 года рождения. Личность еще одной погибшей пока не установлена. Еще 4 человек отравились продуктами горения. Пожар произошел в 9-этажном доме по улице Ферина. Эвакуированные жильцы были направлены в пункт временного размещения в 51-й школе. Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к 7 часам утра. Причины устанавливаются. На место выезжали эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. 2 часа 4 минуты в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия первого пожарных подразделения происходило горение на 4-м этаже. Сотрудники МЧС России эвакуированы 150 человек, из них 46 детей. Силы и средства работали по повышенному рангу пожара. В Башкортостане семьи с маленькими детьми рискуют остаться на улице. Это те родители, которые участвовали в программе по получению 300 тысяч за первенца. Проект действовал в республике до 2019 года. Однако многие до сих пор не получили деньги. Викторовы забрали свидетельство о предоставлении единовременной социальной выплаты несколько месяцев назад. Документы приложили при покупке жилья. Для оплаты части стоимости продавец средства так и не получил. И сейчас грозит выселить семью. В ситуации разбиралась моя коллега Лилия Курбанова. Финансирования нет, да? Поступала. Не поступала. А когда не будет, неизвестно, да? В течение марта. Выплата, которая частично должна была покрыть стоимость дома, на счет продавца не поступает с прошлого года. Жилье семья Викторовых приобрела осенью. Заключили договор, в документе указали номер свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты. Государственная была программа, раздали сертификат, значит, на этом сертификате должны быть деньги. И я не знаю, продавец собирается договор расторгать. Новый дом не в собственности. Фактически Викторовы живут здесь как в гостях, без прописки. У нас документы дальше никуда не двигаются, кроме выписки из Росреестра. Мы ни прописаться не можем, ни дальше документы на собственность оформить, потому что часть денег не оплачена. Свидетельство на социальную выплату за рождение первенца Викторовы получили в июне прошлого года. В сентябре подали заявление. Оплату приостанавливали, не хватало документов. И вот, наконец, в декабре обращение зарегистрировали. Сначала сказали, конец декабря, ждите, финансирование будет. Прошли праздники новогодние. Я после новогодних праздников позвонила, они сказали, ждите, конец января, финансирования нет. Потом я позвонила в конце января. В конце января они сказали, ждите в феврале. Точно не знаем, когда. И сейчас уже мы просто звоним. Нам сказали, конец марта. Финансирования нет. Ждите. Дом успели только утеплить. Жилье и участок продолжают благоустраивать. Но Викторовы рискуют оказаться на улице. И в такой ситуации семьи по всей республике. История у всех как под копирку. Купили жилье в конце года, сдали документы и теперь боятся остаться ни с чем.
Продавцам это не нравится. Они просят расторгнуть договор, выселиться и либо брать кредит. У нас у всех маленькие дети, и мы просим помочь нам. Продавец уже хочет расторгнуть договор и не хочет больше ждать. А у нас срок сертификата уже вышел, можно сказать. И мы не можем приобрести другую квартиру. Продавцы уже требуют денег на перечисление. Вот мы не знаем, что делать. У нас очень много девочек. Помогите, пожалуйста. В управлении по реализации жилищных программ объясняют, если полный пакет документов от семьи не получают в декабре, с большой вероятностью деньги не успевают перечислить в тот же год. В данном случае средства не реализовали, и они были отозваны. Сейчас соцслужба ждет, когда деньги поступят на их счет. Каждый год вот такая проблема? Признаюсь честно, да. Это правило бюджетного законодательства, то, как бюджет наш устроен. То есть по окончанию финансового года неиспользованная часть денежных средств, она возвращается обратно в бюджет. В начале года для того, чтобы эти денежные средства возвратились обратно в ведомство и управление, необходимо обосновать их объем. И после того, как будет обоснован и утвержден этот объем выделяемых денежных средств, вот как раз есть технические процедуры по их зачислению на счет. И исходя из практики, действительно, эта процедура занимает 1,5-2 месяца. В этом году планируют реализовать 50 миллионов рублей. Это сумма по тем заявлениям, где были вынесены положительные решения. Но есть еще те, кто в программу, которая действовала до 2019 года, попали, но не подтвердили свое право на получение свидетельства. По словам специалистов, тормозит процесс бюрократия. Сын Викторовых, Максим, вряд ли понимает, что может остаться без крыши. Но новый дом уже начал строить, пусть и пока еще игрушечный. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов. Итоги недели. Цивилизованный подход призвал применять в строительстве Ради Хабиров. Глава Башкортостана на неделе прокомментировал ситуацию с точечной застройкой многоэтажек во дворах уже существующих домов. К примеру, нашумевшее строительство 27-этажного дома по улице Армавирская в Уфе. Там проблемная земля с карстами. Мнение сторон выслушала Екатерина Тимиряева. Противозаконно и противоестественно. Противозаконным и противоестественным называет строительство 27-этажного дома, которое Николай Андреев наблюдает из окна. На этом участке дома только малоэтажные. Это связано с особенностями состояния земли. Высотки несут в себе не только угрозы для будущих жильцов, но и для близлежащих домов, уверен он. У нас начались подвижки и трещины по дому пошли. Мы, как жильцы, против. Тем более, что они уже в документах захватили детскую площадку. И, несмотря на запрет, продолжают это строительство. Большинство жителей близлежащих домов также выступает категорически против. Инициативная группа направила свои требования в прокуратуру. Это план проект планировки от 2008 года. Вот здесь мы видим нашу улицу Зайнабиишевой, дом 1, дом 3, вот площадка, где мы стоим. И вот он, условный дом номер 31, да, где сейчас идет стройка. И если мы посмотрим экспликацию к этому проекту, то здесь увидим, что дом номер 31 имеет этажность 4-6 этажей. Отрицательно. Что же делать? Деньги делают все. Мы знаем, что там на углу находится карстовая воронка, то есть прямо на углу здания. Это категорически запрещено строить. То есть это не карсты какой-то категории, это именно карстовая воронка. Недобросовестных застройщиков необходимо активнее привлекать к уголовной ответственности. В 90% случаев приговоры судов необоснованно мягкие. Этот вопрос затронули на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Как заявил глава Башкортостана Ради Хабиров, тяжесть наказания должна зависеть от тяжести совершенного преступления. Конечно, давать оценку мягче приговор, не мягче приговор. Но мы с вами все-таки имеем юридическое образование, понимаем, что тяжесть наказания зависит от тяжести совершенного преступления. Преступление, совершенное в отношении, когда сотни миллионов денег уводятся, и люди годами остаются без квартир. Если сейчас нам здесь начинают вспоминать случаи, когда люди, кто бросался под машину, кто под трамвай, а кто просто погибал от сердечных заболеваний, не перенеся вот эти страдания, это отдельная еще большая история. Глава Башкортостана подчеркнул, руководство региона предлагает бизнесу и в целом жителям города перейти к цивилизованному формату строительства. Свечек в 25-30 этажей во дворах жилых многоэтажек быть не должно. Ради Хабиров высказал претензии в адрес мэрии Уфы. До сих пор не решен вопрос по возводимым многоэтажкам по улицам Шата-Руставели, Менделеева 5/1 и Бехтерева 10/2, Армавирской 15А, Красина и других. Точечная застройка – проблема для Уфы не новая, считает заслуженный архитектор России
Урал-Ураксин. Он уверен, решение проблемы только в ужесточении контроля на каждом этапе строительства. Кроме того, страх больших штрафов может сдерживать застройщиков. Также он поддерживает градостроительный совет. Сначала генплан, потом проект застройки жилого района, проект застройки квартала и проект дома. И на всех этапах должен быть контроль вести. Застройщиком скандального дома по улице Армавирская, 15А в Уфе выступает группа компаний «Строительный трест». Продажи квартир планировали начать только в мае. Сейчас этап подготовки. Но планы менять компания не собирается. Указывает на законность полученных разрешений, экспертизы и проведения всех необходимых работ. 27-этажный дом должен был стать первым из 6 жилого комплекса «Вершинин». Зона позволяет строить 27-этажные дома. Зона Ж3. Для строительства домов высотой больше 9 этажей. То есть весь квартал ограниченной улицей Пугачева, Зайнабишевой, частный сектор мы хотели расселить, выкупить, построить 6 домов, школу, садик, все объекты социальной инфраструктуры, которые необходимы. Мэрия Уфы выдаст предписание о приостановлении строительства дома. Об этом нашему телеканалу заявили в администрации города. Администрация города Уфы вопрос держит на контроле. На данный момент будет выдано предписание на приостановку строительства данной высотки. Застройщик тем временем активно ведет работы на объекте и заявляет, что готов к переговорам не только с чиновниками, но с инициативной группой, которая выступает против новостроя на Армавирской, 15А в Уфе. Однако последние уверены, что необходимо защищать свои интересы у правоохранителей. Екатерина Тимиряева, Азат Ишбулатов, Шамиль Каримов, Родион Матвеев, Владимир Шевчук, Виктор Демидов. Итоги недели. С 1 марта в клинико-диагностическом инфекционном центре в Стерлитамаке заработал операционный блок и родильный зал. Теперь лечебное учреждение может принимать экстренных пациентов с COVID-19 для оказания хирургической и акушерской помощи. Первую операцию врачи уже провели. Под нож лег мужчина, страдающий циррозом печени. С помощью прокола брюшной полости у него удалили 3,5 литра накопившейся жидкости. Но перед этим врачи не раз проводили тренировочные операции. Репортаж Айгуль Хатыповой. Этот звук отсчитывает ритм жизни в стенах красной зоны Стерлитамакской больницы. И за жизнь за этой дверью борются ежеминутно. Врачи, рискуя своим здоровьем, стараются помочь больным. За считанные сутки коронавирус сбивает человека с ног и буквально перекрывает ему кислород. В каждой палате к кроватям подведен кислород. Многие периодически надевают маску, чтобы подышать. Больным тут рекомендуют лежать на животе. Так лучше для легких. Вот в этом положении ложимся свободно. У него расправляются легкие. То есть у него вот здесь вот лопатки раскрываются, и таким образом альвеолы лучше расправляются. Каждый из этих врачей мечтает о том дне, когда из больницы выпишут последнего ковид-пациента. Больные же, в свою очередь, восхищаются самоотверженностью медиков. Здесь таких врачей наших хороших. Медицинский персонал очень добрый, внимательный. Да. Большое вам спасибо. А вообще как себя чувствуете? Как лечение проходит? Лечение отлично идет. Я еще такого не видел нигде. Резеда Алибаева в России одна из первых шагнула в красную зону, еще в московской клинике. С начала пандемии женщина спасает жизни своих пациентов. Я по зову души и сердца, кстати, выехала в Москву, помогала московским своим коллегам, работали во многих больницах. По сравнению хочу сказать, что вообще здесь все круто, мне вообще все нравится. Прохождение через шлюзы, я это вообще отдельно как-то описывала. А что касается обеспеченности, оснащенности этого госпиталя, ничего лучшего желать не остается. На операционном столе врач, и несмотря на то, что хирургическое вмешательство фиктивное, доктора отрабатывают все до мелочей. Последовательность действия точно до идеала. Готовность к принятию экстренных больных в Стерлитамакском госпитале оценили и коллеги из Уфы. Нас командировали сюда для оценки готовности операционной и операционного блока и родильного отделения для приема больных, ковид-больных. Мы вот в течение недели смотрели, организовывали все это, посмотрели, что не хватает, закупили к этому времени. Ковид-госпиталь в Стерлитамаке практически уникальный. При его строительстве учли все недочеты, которые допустили в прошлом. Клиника включает в себя 70 изолированных боксов, пиковая вместимость
350 пациентов. Вообще центр, он оборудован по современным требованиям, имеется вся аппаратура. У нас имеется 2 операционных зала. И с 1 марта мы можем оказывать помощь пациентам экстренную с хирургической патологией, принимать беременную женщину для родоразрешения также в экстренной ситуации. Кроме обычных реанимационных ПАО, здесь предусмотрена бак-лаборатория, хирургический блок, отделение томографии и комфортабельное общежитие для персонала. Но самое главное – родильное и детское отделение. Для экстренных рожениц с диагнозом ковид – это спасение. Здесь есть все условия для оказания реанимационной помощи. Мы же прекрасно понимаем, что у нас женщины рожают не только доношенных и здоровых детей, но могут и рожать, соответственно, недоношенных, тяжело страдающих, допустим, гипоксией. То есть здесь оказывается первая реанимационная помощь, погружается ребенок в кювез и, соответственно, подсоединяется уже к аппарату в условиях реанимации. Там есть детская реанимация, которую мы сделали под экстренность. После подробной экскурсии выход в шлюз, где происходит санитарная обработка. Выдержать целую смену в противочумном костюме – настоящее испытание. В герметичном капюшоне плохо слышно, а в полиэтиленовом комбинезоне жарко, в маске нечем дышать. Пластиковые очки постоянно запотевают и сдавливают голову. Через 15 минут я была готова упасть в обморок, но врачи работают так по 6 часов и больше. Говорят, что уже привыкли и что сейчас в костюме им намного комфортнее, чем летом. Даже несмотря на то, что эти костюмы считаются наиболее дышащими, нет. За те 2 часа, что мы находились в красной зоне, я абсолютно полностью сопрела. Это было очень душно, жарко. Невозможно дышать. Безумно все чешется. Выписка из больницы и борьба с ковидом не заканчивается. Коронавирус серьезно подрывает иммунную систему. К тому же врачи и ученые до сих пор не могут предсказать возможные последствия этой болезни. И впереди у вчерашних пациентов долгий процесс восстановления. Агуль Хатыпова, Шамиль Каримов и Адхат Анваров. Итоги недели. 13-летнему Ефиму Москвину провели долгожданное МРТ головного мозга. И в начале следующей недели врачи предоставят родителям полный результат обследований. Об этом нашему телеканалу сообщила мама мальчика. Юный борец впал в кому во время турнира по курешу в Бакалах в конце января. Без сознания спортсмен упал прямо во время финального поединка. Почти месяц Ефим находился в районной больнице. Неделю назад его транспортировали в Уфу. Что случилось в тот злополучный день, попытался разобраться Эмиль Басареев. Это кадры финального поединка районных соревнований школьников. Ефим Москвин делает попытку бросить соперника, но неожиданно падает сам. Встать он уже не может, а через считанные секунды наступает кома. Мы сумку до сегодняшнего дня не разбираем, у него всегда у него порядок. Портфель стоит на том месте, где его в последний раз оставил Ефим. Отличник в учебе и главный помощник в семье. Бабушка Райхана Осипова неустанно молится о выздоровлении внука. Не хватает старшего брата и 8-летнему Матвею. Ефим для него лучший друг и наставник. Именно он и привил младшему любовь к курешу. Это наша комната, мы всегда тут боролись и занимались. Мы тут стелили всегда матрас, и он меня учил кидать и все такое. Месяц терялась в догадках, что с сыном мама. Снежана Москвина говорит, что за это время МРТ головного мозга так и не провели, а в столицу транспортировать отказывались. Нам говорили, что мы ребенка не довезем даже до двери больницы, то есть он безнадежен. Но тем не менее, мы настаиваем на лечении. В Минздраве пояснили, что для транспортировки нужно было стабилизировать состояние ребенка. В итоге мальчика доставили в детскую республиканскую больницу. После медицинской эвакуации состояние пациента остается тяжелым, нестабильным. На данный момент пациенту оказывается медицинская помощь. Тренер Ефима утверждает, на здоровье спортсмен не жаловался и был в хорошей форме. В тот момент, когда его ученик начал терять сознание, секунды превратились в часы. Когда я понял, что он начал терять сознание, я его поднял на себя и поднес к дверям. Я понял, что не стоит ждать скорой помощи. Я взял его, поднял, наш тренер, еще один тренер и медичка, мы поехали в больницу. Ефим был главным фаворитом турнира и должен был стать победителем и ехать на республиканские соревнования. Этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Бакалах был построен в 2013 году. Однако соревнования школьников по курешу проходили не здесь.
Местом проведения турнира стал пристрой старой школы. Сейчас все входы в спортзал опечатаны. В ситуации разбирается прокуратура. Проверкой установлено, что ребенок был допущен к указанному соревнованию без индивидуального допуска врача и разрешения от родителей. Кроме того, в соревновании проводились в спортивном зале при отсутствии заключения уполномоченных органов, подтверждающих его соответствие санитарному законодательству. В прокуратуре отмечают, что выявили нарушения по обеспечению безопасности и было инициировано возбуждение уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Дело передано в региональный следком. В настоящее время опрашиваются организаторы и участники соревнований, а также работники спортивной школы. Истребована необходимая организационно-распорядительная документация. Проверяется соответствие условий проведения соревнований по указанной спортивной дисциплине, установленным законом требованиям и нормам. А вот в районном отделе образования утверждают, что регламент был соблюден и все участники имели допуск врача. Во время проведения соревнований и организации нарушений не было. Представители команд предоставили заявки об участии с допуском медицинского работника. Мы их, получается, допустили на соревнования. Насколько спортивное оборудование соответствовало всем требованиям, выясняют специалисты. Мама Ефима рассказала нашему телеканалу, что долгожданный МРТ сделали. Официальный диагноз – ушиб ствола головного мозга. За такое время до сих пор, по словам врачей, даже не спадает отек головного мозга. Отек, который вот сдавливает вот этот ствол, промежуточек, где спиной мозг с головным соединяется, там он небольшой, 2 сантиметра. Голова чистая, кровоизлияния, как они мне сказали, нет. Образований никаких нет, сосуды, все целое. Снежана собирается обратиться и за помощью к специалистам из федерального центра. Самое главное для мамы, чтобы лечение принесло плоды, и ее сын вышел из комы и, наконец-то, вернулся домой. Эмиль Басареев, Булат Садриев, Артур Галеев. Итоги недели. Уфа и Бакалинский район. На трассе М5 автобус с туристами попал в смертельное ДТП. Авария произошла в Иглинском районе. Отдыхающие возвращались из национального парка Таганай в Уфу. Около полуночи столкнулись два КАМАЗа. Один был под управлением 33-летнего жителя Саратовской области. За рулем второго находился 56-летний мужчина из Ставропольского края. Оба погибли. На один из грузовиков наехал попутный пассажирский автобус под управлением 47-летнего уфимца. Он и его 12-летний пассажир получили травмы. Всего в транспорте было 39 человек, в том числе 11 детей. Признал вину и раскаялся. Начались основные судебные разбирательства над автохамом Артуром Газизовым, который сбил на элитном кроссовере госавтоинспектора. Заодно мажору, как называют подсудимого пользователи соцсетей, была продлена и мера пресечения. Мужчина впервые встретился с родными спустя 4 месяца с момента задержания. Из зала суда репортаж Радмира Азнабаева. В коридоре Кировского районного суда преимущественно люди в погонах. Все в ожидании печально известного автохама Артура Газизова. Здесь и следователь, и прокурор в роли гособвинителя, и офицеры республиканского ГИБДД. Только вот последние проходят свидетелями в этом уголовном деле. Среди них и потерпевший капитан ГИБДД, которого осенью прошлого года Газизов прокатил на капоте элитного кроссовера. За что взяли, говорю? Это кадры очередного задержания Газизова. За его плечами множество административных правонарушений. Ради лайков и комментариев он сам выкладывал видео со своими выходками в интернет. Для Газизова люди в форме в роли мишени – явление обычное. Хороший контент, думал автохам, ведь его обсуждали, а он, будучи лишенным водительских прав, продолжал играть в гонки. Пока его после очередной проделки не объявили в федеральный розыск. Тут-то игры и закончились. Как в следственном изоляторе находиться? Устав от хайпа или все-таки пересмотрев взгляды на свое скандальное прошлое, автохам закрывает свое лицо за маской и капюшоном толстовки. Не поднимает глаз и в сторону отца и брата, которые пришли поддержать родственника на первое разбирательство по существу. Газизов-старший пытается утешить сына и рассказывает ему, что пришло бы и больше людей, но из-за карантинных мер в суд пустили только самых близких. Там еще кто-то хотел прийти, я знаю. Если сравнивать архивные записи с Артуром и то, как он себя ведет сейчас, может показаться, что 4 месяца в следственном изоляторе даже изменили человека. Сегодня в суде мужчина решил раскаяться. Я виноват, раскаиваюсь, вину свою признаю.
Между тем, потерпевший офицер потребовал от обидчика 500 000 рублей компенсации. В эту сумму он оценивает экипировку, которую, как оказалось, сотрудники покупают за свой счет, и физический вред. У полицейского на ноге остался шрам после встречи с Газизовым. Следующее судебное заседание назначено на 9 марта. Согласно санкциям, предусмотренным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти при исполнении», Автохаму грозит до 10 лет лишения свободы. Процесс о продлении меры пресечения Артуру Газизову должен был состояться 5 марта, но суд принял решение о дальнейшем содержании подозреваемого под стражей и продлил его пребывание в СИЗО еще на 2 месяца. Радмир Азнабаев, Артур Елаев. Итоги недели. Уфа. На неделе республику посетил руководитель Федерального фонда по защите прав обманутых дольщиков. Константин Тимофеев дал понять, что уже к концу этого года все заявки по проблемным объектам будут рассмотрены, а у республики есть все шансы закончить эту эпопею к концу 2023 года и даже чуть раньше. На какой стадии решения вопроса узнал Артур Шамсудинов. Опасения, что гид-конструкция нарушена, это вряд ли. Но в любом случае при производстве работы, раз уж начали, надо к этому внимательно относиться. Пока руководители Килстройинвеста, организаторы Миловского парка, находятся под домашним арестом, новому застройщику приходится устранять многочисленные нарушения в так и недостроенных домах. И этот один из 3, которые сдадут уже в этом году. В общей сложности на очереди еще 20 проблемных объектов, за которыми стоят почти 1500 дольщиков. Остальные дома, так как есть стадии готовности от 0 до 15%, мы вот сейчас проезжали, видели, что одни колонны торчат. Их мы будем сдавать 2-3 квартал, уже финишную сдачу следующего года. Покупателям еще 3 домов, которые даже не начали строить, вернут вложенные средства. На осмотр республиканского долгостроев из Москвы прилетел глава Федерального фонда защиты прав дольщиков. Константин Тимофеев проинспектировал ход работы, а также побывал на самом крупном проблемном объекте республики – жилом комплексе «Серебряный ручей». С 2014 года практически нет у них надежды. И вот буквально в прошлом году то, что 2 литера здесь достроили, то, что вот республиканская программа начала работать сами с федеральными властями, именно в части помощи дольщикам, это нашло большое отражение у людей. В принципе, возможность начать работу уже сегодня есть здесь. На достройку каждого из 5 домов потребуется от 150 до 300 миллионов рублей. Это без учета создания прилегающей инфраструктуры, часть из которой обустроят республиканские власти. Буквально в полукилометре от долгостроя уже в скором времени намерены начать возводить Евразийский научно-образовательный центр. В республике 128 недостроенных объектов в 16 муниципалитетах. Это в общей сложности более 7 тысяч человек, чьи права были нарушены. Своими силами 35 объектов достраивается. Однако полностью решить проблему всех обманутых дольщиков без поддержки Федерального фонда невозможно. В 2020 году совместно с фондом принято решение по 53 проблемным объектам. В отношении 19 будет выплата компенсации. Свыше миллиарда рублей люди уже получили. В феврале наблюдательный совет фонда решил достроить в Уфе еще 2 дома компании «Самострой». Всего же на этот год правительство направило заявку на 31 объект с долей регионального софинансирования. Вновь обращаюсь к нашим дольщикам-обманутым, довериться нам. Мы этим вопросом занимаемся, дать нам какой-то уже значительно гораздо более короткий промежуток времени. Я просто напоминаю, 2,5 года назад, когда мы начинали этим вопросом, более 10 тысяч обманутых было. Не было поддержки, мы сами искали какие-то такие местечковые решения и так далее. Сейчас работает полную мощь наше российское государство. Чего не скажешь о работе правоохранительных органов. В Федеральном фонде заметили, что лишь в отношении 30% недобросовестных застройщиков возбуждены уголовные дела. Преступления против сотен и даже тысяч людей не должны оставаться без наказания. Ради Хабиров отметил, чтобы ситуация с обманутыми дольщиками не возникала. В прошлом году он создал и лично возглавил градостроительный совет. У нас остается еще порядка 40 объектов, которые оставил за собой регион. Сроки сегодня были подтверждены. Дорожные карты также в ближайшее время будут актуализированы. И до конца 2023 года, а мы надеемся и раньше, права всех граждан Республики Башкортостан действительно будут защищены. И это один из немногих регионов, где проблему уже в ближайшее время удастся решить. При строительстве нечистые на руку застройщики зачастую использовали мошеннические схемы, которые теперь чиновникам приходится распутывать, приводя в порядок документацию. В общей сложности на решение проблемы обманутых дольщиков республики понадобится свыше 6 миллиардов рублей. И, как отметили в Федеральном фонде, лимита на финансирование у них нет. До конца этого года они намерены рассмотреть все заявки по проблемным объектам, которые направил регион. Ну а в 2023 году вопрос с долгостроями должен быть полностью решенным. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Виктор Миренков. Итоги недели. А сейчас о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Руслана Батыргареева.
Башкирская содовая компания уже официально будет передана государству. Апелляционный суд Челябинский оставил без изменений решение арбитража об изъятии акций БСК в пользу Росимущества и постановил прекратить производство по жалобам. Напомню, в прошлом году Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушение законодательства о приватизации. Ведомство обратилось с иском в арбитражный суд Башкирии, который был впоследствии удовлетворен. Но со стороны БСК и ее дочерних компаний поступили жалобы на решение Фемиды. Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в учебном заведении Абзелиловского района. ЧП произошло в школе села Красная Башкирия. К счастью, на тот момент все занятия в учебном заведении закончились и никто не пострадал. Дети переведены на обучение в здание детского сада. Как сообщили в администрации района, в многоэтажном кирпичном здании 1970 года постройки обвалилась железобетонная плита перекрытия. После результатов проверок начнутся работы по устранению последствий аварии. Суррогатный алкоголь и сигареты без акцизных марок. В Уфе активисты обнаружили торговую точку с контрафактной продукцией. Киоск нарушил правила продажи спиртного. Благодаря контрольной закупке полицейским позже удалось обнаружить водку в пластиковых полулитровых бутылках, почти 60 штук так называемых фанфуриков, а также сигареты сомнительного происхождения. Весь контрафактный товар сотрудники полиции описали и конфисковали. Жители Демы могли надолго остаться без воды. На этой неделе в микрорайоне произошла серьезная коммунальная авария. При выполнении земляных работ техника Башкиравтодора повредила магистральный водопровод на улице генерала Кусимова. В результате давление воды упало почти в 100 многоквартирных домах. Устранить протечку удалось лишь спустя 12 часов. И к утру следующего после аварии дня жилые дома удалось подключить к резервной линии. В Стерлитамаке волонтеры намерены сделать ремонт для матери-одиночки, чтобы ее не лишили родительских прав. У женщины уже забрали ребенка, поместив в детдом. Одной из причин стали неблагоприятные условия проживания. На исправление ситуации соцслужбы дали полгода, после чего ребенок может остаться в детском доме до совершеннолетия. На этой неделе в широкий прокат вышел фильм по повести Мустая Карима «Отряд Таганок», премьера которого уже состоялась в Московском доме кино. Первый показ для уфимского зрителя организовали в кинотеатре «Родина». Режиссер Айнур Аскаров готовил картину к вековому юбилею народного поэта Башкортостана. Но из-за пандемии пришлось на целый год отложить показ для широкой публики. В оригинале фильм снят на башкирском языке, но была создана полностью дублированная русскоязычная версия. У киноленты уже порядка 10 международных наград. А сразу после итогов недели смотрите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Как думаете, учебное или настоящее? Внимание! 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 Ждите сообщения. Бежать нельзя игнорировать. Как отличить боевую тревогу от учебной? В случае взрывной волны первая дверь примет удар на себя. Подземные уфимские убежища и склады с противогазами. В каком состоянии они сейчас и могут ли спасти от радиации или газовой атаки? Это сколько превышений? Во сколько раз? 800 раз. Во сколько? 800. Вот здесь, в этом месте. О, Господи. Площадь склада более 1700 квадратных метров, и почти вся она заставлена ящиками с противогазами. Часы военного времени, красные кнопки и перехваты сигналов. Какие секреты хранит система гражданской обороны республики? Попробуем выяснить в специальном репортаже. Вот так выглядит подземелье Уфимского телецентра. Накануне 8 марта территория женского счастья стала местом встречи мужчин. Очередной телевизионный выпуск «Открытой академии» посвятили предстоящему празднику. Поэтому 3 часа в прямом эфире знаменитые мужчины республики и страны рассказывали о своих любимых женщинах и делились секретами оригинального поздравления. Рецепт блинов от Карины Хабировой, интервью на диване Салавата Фатхиддинова и Элвина Грея. Чем еще удивили организаторы проекта в материале Динары Таймасхановой. Темой очередного выпуска «Женской академии» стал предстоящий праздник. Традиционного преображения героинь проекта это не отменило. Ими стали Алина Валиахметова и Элита Плитасу. Женщины, пережившие домашнее насилие и отыскавшие в себе силы уйти от тиранов. В конце передачи, как обычно, они увидят себя в зеркале в новом образе.
Автор проекта Карине Хабирова уже делилась рецептом цветных пельменей, а сегодня в прямом эфире рассказала о секретном ингредиенте в блинах. В тесто она добавляет кефир, а вместо обычного молока иногда использует овсяное или миндальное. Так когда-то было выбрано 7 марта, это праздничный день. Хочется подарить женщинам какие-то приятные полезные советы, которые они услышат. Ну а также хочется, чтобы они услышали много приятных слов в свой адрес с телеэкрана. А слышать эти приятности, особенно в праздник, хочется от мужчин, поэтому большая часть гостей проекта сегодня – сильная половина человечества. Супруга Джеффа Монсона считает мужа неромантичным. Чтобы разубедить ее, спортсмен лично собирал букет. Тем временем в студии речь о женщинах 21 века. По мнению мужчин, современная та, которая не выпускает из рук планер, успевает отвезти ребенка в школу, сходить на тренировку и при этом хорошо выглядеть. Я хотел бы сказать всем мужчинам, чтобы они больше уделяли внимание нашим женщинам, потому что их это вдохновляет, а когда они вдохновляются, мы вдохновляемся ими. Поэтому, дорогие женщины, мотивируйте нас, а мы всегда будем делать для вас все, что от нас зависит. Кстати, женщине лучше дарить ее любимые цветы и узнать предпочтения заранее. Яркая упаковка и миллион алых роз не для всех, рассказала флорист. Например, девушки романтичные предпочитают небольшие букеты с одним акцентным цветком. А главный госавтоинспектор республики считает, что поздравления должны начинаться уже с утра. Ну, конечно, женщине надо подать завтрак. Я думаю, это будет самое хорошее настроение у любой женщины. И, конечно, поздравить. Ну, вот у меня, допустим, по крайней мере, традиция 00 часов 8 марта дарить цветы своим близким, которые я это делаю каждый год. Олег Газманов и Дмитрий Маликов поздравили женщин Республики Башкортостан онлайн, в отличие от Салавата Фатхидинова и Элвина Грея. Сидя на одном диване, артисты рассказали о том, как они балуют своих любимых. Территория женского счастья должна быть дома. Хороший муж, хорошие дети, родственники, друзья. Что было, на самом деле, крепость, хорошая крепость. Если нет дома счастья, я думаю, это уже как неоценимо. Это большая потеря для женщины. Цветы. Украшения, ювелир. Не видно? Наушники. Что-то из кухонной утвари, золоту, абонемент в фитнес-клуб. О том, какой подарок они считают лучшим, рассказали уфимцы. Варианты оказались разными, однако в одном мнении мужчин и женщин совпадает. Счастливыми и тех, и других делает любовь, которую смело могут начать искать. Героини проекта «Преображение» новый образ изменил не только внешность, но и прибавил уверенности в себе. Динара Таймасханова, Роберт Давлетбердин, Родион Матвеев. Итоги недели. На этом все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.